Что ты хочешь? Коллеги, добрый день. Добрый день. Тут русский var. Ну, значит, слышно. Здравствуйте. 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 Рада видеть единый ресурсный центр. Хорошо ли слышно, видно нас, коллеги? Лице Надежды. Слышно, видно. Приветствуем всех. Коллеги, пожалуйста, напишите в чате, кто вы, напишите свои фамилии, имя, отчество, контактный телефон, электронную почту. Мы отправим для вас, вам презентацию и ссылку на запись вебинара. Сегодня мы проводим первый вебинар. Давайте еще чуть-чуть, пару минут подождем, и мы начнем. И напишите в чате, откуда вы, какую организацию вы представляете, какое у вас настроение, как дела у вас. 51 участник у нас. Отлично. Включить звук, нажали. В чате. Так, Виктор Борисов, фонд УС. Можете принять заявку на конкурс? Конечно. Здравствуйте. Бабрин Ренат Сергеевич Нейренгрей. Андреева Ольга Антоновна. Приветствуем вас. Так, Чурапчинский музей истории, этнографии. Так, Идеева Ольга Анатольевна. Настроение отличное, пишут нам. Дарья Игнатьева, Верхоянск, некоммерческая организация Харасхал. Да, это совсем новая некоммерческая организация. Очень рады вас видеть. Усьяна, у нас Лепсова Пелагея Петровна. Приветствуем вас. Лига отцов. Тора Адамова, фонд УС. Всех приветствуем. Да, удачи в этом конкурсе. Так. Амгинский УС. Здорово. Почти вся республика, мы надеемся. Чурапча, ресурсный центр. Приветствуем вас, Альбина Ивановна. Настроение отличное. Как у вас настроение, Вячеслав Сергеевич? Нормально, удовлетворительно. Настроение отличное. Алданский район, Дари Добро. Так, знакомые люди. Верхнеуфимский район к нам подключился. Яна. Да, Центр гражданской инициативы Арктик. Это новая организация, да? Так, сколько у нас время? Начнем? Ровно 3. Коллеги, если хорошо слышно, напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли слышно, видно нас. Единый ресурсный центр. Сегодня мы начинаем первый вебинар. Надежда Наговицына, представлюсь, да, координатор Единого ресурсного центра. И Андреев Вячеслав Сергеевич, юрист Единого ресурсного центра. Так. Так, мы начинаем наш вебинар. Сегодня наш первый вебинар. Тема нашего вебинара – правила приема заявок на конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества. Мы все прекрасно знаем о том, что 9 мая объявлен старт приема заявок на конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия. И сегодня мы расскажем вам про основные требования, нововведения, направления, лимиты грантов, которые вот определены порядком и приказом Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям.
И продолжайте писать в чате, пожалуйста, оставьте свои фамилии, имя, отчество, организацию, которую вы представляете, телефон, электронную почту. Мы обязательно на вас выйдем и отправим вам ссылку на запись вебинара, чтобы вы имели возможность ее пересмотреть, конспектировать, отметить для себя какие-то важные моменты. Также отправим вам презентацию для того, чтобы вы действительно имели под рукой какой-то материал, на который вы опирались. Да? Вот. Сегодня план нашего вебинара состоит из 4 вопросов. Мы поговорим о конкурсе в 2021 году. Действительно введены новые изменения. Остановимся на них, остановимся на этапах конкурса гранта главы Республики Саха-Якутия. Какие же требования введены существуют, имеются на сегодня к участникам конкурса, а также остановимся по направлениям конкурса, потому что в направлениях у нас введены тоже и новшества, и имеются, конечно же, лимиты по этим направлениям. Вот. И первый вопрос о конкурсе в 2021 году. Вы все прекрасно наверняка знаете о том, что если в прошлом году бюджет конкурса у нас составлял 56 миллионов рублей, Может умрать. да, 56 миллионов рублей, то в этом году при софинансировании фонда президентских грантов у нас имеется два бюджета, то есть в основном бюджет состоит из 103 миллионов рублей. Это большая сумма денег, это почти что 2 раза больше, чем предыдущий бюджет конкурса. И у нас прием заявок был объявлен 9 мая, и 30 календарных дней идет прием заявок на конкурс. В этом году, опять-таки, для нас имеется доступ для всех некоммерческих организаций, которые имеют доступ к интернету. У нас идет электронная подача конкурса, то есть заявку можно подать только в электронном виде на сайте гранта главы Республики Саха-Якутия. А также у нас остается одна из нововведений прошлого года, это независимая экспертиза заявок, то есть 53 эксперта, в том числе из других регионов, у нас будут проверять ваши заявки. То есть никто не будет знать, кто какую заявку проверяет. 2 независимых эксперта будут проверять одну заявку, и по ним будет определен средний балл, и как только будет определен координационной комиссией порог балла, то у нас будут определены победители, да, которые пройдут по этим баллам. Так. Что еще у нас нового? У нас не 26 направлений конкурса, тут небольшая там опечаточка произошла, у нас 25 направлений конкурса. В прошлом году вы все прекрасно знаете, что было всего 16 направлений. В этом году у нас направления расширены, и 25 направлений у нас утверждены в этом конкурсе. Также, как и в прошлом году, в каждом направлении конкурса у нас имеются определенные лимиты грантов. Мы на них остановимся. То есть те, кто подают заявку об определенном направлении, то они должны ориентироваться на порог в этом направлении конкурса, то есть на определенный лимит. Да? Вот. Кроме того, у нас новшество в том, что у нас минимум барьеров имеется. То есть если в прошлом году вы помните, да, что во время пандемии мы все с вами упорно работали в поиске документов, мы искали там, требовали справку из управления Министерства юстиции, мы требовали справку с налогового органа о том, что мы не имеем задолженностей, мы прикрепляли устав, чего только мы не делали, но в этом году у нас участники конкурса могут прикрепить только копию устава, доверенность при необходимости, то есть если ваша заявка подается от другого лица, то там требуется доверенность прикрепить. И, естественно, там форма подтверждения заявления – это обязательное условие, как и в фонде президентских грантов. Когда заявка наша готова для отправки на конкурс, то мы прикрепляем заявку, да? Форму заявления, где мы подтверждаем о том, что мы согласны с условиями конкурса, о том, что мы согласны на обработку персональных данных, о том, что мы не находимся на этапе реорганизации, о том, что мы организация, которая полностью понимаем и принимаем условия конкурса. И у нас есть, как и в прошлом году, возможность доработки заявки на первичном этапе, то есть на этапе первичной проверки, это как до 7 июня. То есть заявки, поданные за 5 дней до конца приема заявок, то есть это получается 2 июня, то вы имеете право, возможность исправить ошибки, технические ошибки, да, если вы там
но администраторы конкурса, мы единый ресурсный центр, будем смотреть, и если у вас какие-то есть ошибки, например, может быть в сроках, может быть в бюджете, там неправильно посчитали страховые взносы, может быть вы один лист устава пропустили, либо устав прикреплен в некачественном виде, то тогда администраторы могут выйти к вам в личном кабинете, отправить сообщение о том, чтобы вы в течение 5 дней до конца приема заявок могли доработать заявки и отправить ее повторно. То есть это касается именно тех заявок, которые поступают до не позднее 5 календарных дней до окончания приема заявок. Так, ну, остановимся на этапах конкурса. 9 мая у нас объявлен старт приема заявок. Прием заявок у нас завершается 7 июня, то есть 30 календарных дней, 23 часа 30 минут у нас по якутскому времени завершается прием заявок. То есть не 12 часов, да, как было в прошлом году, именно в 11:30 часов вечера по якутскому времени. Итоги у нас будут подведены до 20 августа, и победители они будут объявлены уже до 20 августа. И те, кто уже будут объявлены победителем, они уже подписывают соглашение уполномоченным органам. Вы все прекрасно знаете, что уполномоченным органом конкурса гранта главы Республики Саха-Якутия у нас определено Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям, то есть на их сайте, на сайте гранта главы Якутии у нас будут подведены итоги, объявлены имена победителей, и они в течение 10 дней должны будут обязаны заключить соглашение с уполномоченным органом для того, чтобы получить средства гранта. И ваши проекты должны быть начаты, реализация ваших проектов должна быть начата не ранее 1 сентября. И поэтому вот мы, как и ранее говорили, рекомендуем подать заявку не позднее 2 июня, для того, чтобы действительно иметь какой-то шанс доработать заявку, если имеются там кое-какие ошибки. Это вот основные Вы видите на слайде уже указаны эти пункты, они скопированы с положения. Вы можете все ознакомиться самостоятельно с этими положениями. Все, что здесь написано, это все уже взято мною из самого положения. Ну, во-первых, да, социально ориентированные некоммерческие организации должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории Республики Саха-Якутия. Социально ориентированная некоммерческая организация. Большинство, наверное, знает, да, кто такие. Может, кто и не знает, могу сказать, что кто впервые, да, участвует в грантах, в этой системе, недавно зарегистрировался. Социально ориентированные некоммерческие организации – это те же самые некоммерческие организации, но в уставах у них в обязательном порядке должны быть прописаны в целях либо в видах деятельности несколько видов или хотя бы один из видов деятельности, те виды деятельности, которые указаны в статье 31.1 Федерального закона о некоммерческих организациях и статья 5 Закона Республики Саха-Якутия о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха-Якутия. Вот, если вы, то есть, если у вас в уставе прописаны любой из видов деятельности, то вы автоматически относитесь к социально ориентированным некоммерческим организациям. Не надо нигде, никуда заявление писать, там регистрироваться и так далее. Это все уже автоматически вы становитесь. Также нововведение в этом году добавлена регистрация в обязательном порядке в Республике Саха-Якутия. В прошлом году такого не было. Это означает, что вы должны в обязательном порядке быть зарегистрированы в управлении Министерства юстиции по Республике Саха-Якутия. Дело в том, что есть такие некоммерческие организации, которые могут, которые на них не распространяется территориальная деятельность. То есть территория у них не является обязательством. Вот, и они могут зарегистрироваться и в других субъектах Российской Федерации, но и осуществлять на Республике Саха-Якутия, либо по всей России осуществлять свою деятельность. Вот.
Теперь такое требование включилось. Теперь некоммерческие организации обязательно должны быть зарегистрированы у нас в Республике Саха-Якутия. Ну и осуществлять свою деятельность на территории Республики Саха-Якутия, как и в прошлом году. Это здесь, наверное, все понятно. Общественная организация, общественные движения, у них прямо прописано должно быть, что они на какой территории должны свою деятельность осуществлять. Это у нас бывают региональные по Республике Саха-Якутия и есть местные общественные организации, либо общественные движения. Вот. И местные это означает типа там район Улус, либо вообще село они захватывают, но все равно это на территории республики осуществляется деятельность, значит, они подходят под социально ориентированные некоммерческие организации, которые могут принять участие в данном конкурсе. Далее читаем. Созданные в организационно-правовых формах, и здесь уже в виде примеров, наверное, идет общественные организации, общественные движения, фонды, частные учреждения и общественные учреждения, автономные некоммерческие организации, ассоциации, союзы, религиозные организации, казачье общество или общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, не имеющие учредителя, являющегося государственным органом, органом местного самоуправления или публично-правового образования. Здесь точно так же, как и в прошлом году, так же, как и в фонде президентских грантов, если некоммерческая организация, у некоммерческой организации имеется один из учредителей государственный орган, то он уже называется так в народе правительственной некоммерческой организацией, и оно уже не может участвовать в грантах фонда президентских грантов, также и в данном гранте главы Республики Саха-Якутия. Второе, не должны находиться в процессе реорганизации и ликвидации. В отношении НКО не должна введена быть процедура банкротства, деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Это как и в прошлом году. Вы можете себя проверить. Ну, скорее всего, вы уже знаете, находитесь ли вы в процессе реорганизации либо ликвидации. Скорее всего, нет. Вот. И третье. Должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством России о налогах и сборах. То есть вы должны провериться, есть ли у вас какие-либо обязанности по уплате. Как здесь указано, штрафов, пений, процентов и так далее и тому подобное. Вот, и как к говорят... этому надо отнести серьезно, потому что иногда бывает такое, что вроде мы оплачиваем, да, страховые взносы, пени, штраф, процент, но в течение 10 дней оно поступает, все равно срок какой-то идет, и потом иногда мы сами даже не можем это отследить, и даже к нам поступают вот такие вот, потом поступают там бумажки о том, что у нас имеются там копейки задолженности. По условиям конкурса гранта главы по действующему порядку, если даже некоммерческая организация имеет какие-то копейки задолженности, там рубль там задолжали, допустим, да, если вы их не уплатили, то вы, к сожалению, при вашем качественном проекте, допустим, да, при хорошей оценке вы не можете пройти, стать победителем, потому что у вас будет вот эта неисполненная обязанность. Поэтому мы рекомендуем, как и фонд президентских грантов, отнестись к этому серьезно, ответственно и уже сейчас заняться работу с налоговым органом. И как раз-таки вы параллельно будете готовить свою заявку, работать с нами. Мы можем провести для вас, как и ранее, экспертизу проекта, проверять вашу заявку, да, для подачи на конкурс, а вы в это время параллельно должны заняться именно проверкой именно вот ваших задолженностей. Чем тише хвост, как говорится, да, тем будет, как говорится, проще стать победителем. И здесь существует правило, самое такое, наверное, ясное, это 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поэтому вы, наверное, имеете команду, как некоммерческая организация, пусть один человек будет, 2-3 человека займутся заявкой, один человек или ваш волонтер займется работает с налоговым органом. Это обязательно. Продолжаем. Спасибо, Надежда. Вот, обратите внимание, что, оказывается, есть такая проблема, что вы можете и не знать о том, что у вас там какие-то копейки в виде штрафов, либо процентов и так далее.
4-й пункт. Должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа или главном бухгалтере участника конкурса. Есть такое понятие, как реестр дисквалифицированных лиц. Вы можете данный реестр проверить, то есть не можете, а нужно провериться на сайте Федеральной налоговой службы России, найти данный реестр, и он в виде поисковика будет там указан, и вы должны вбить фамилию, имя, отчество, дату рождения, там, кажется, было... Он будет присутствовать, его проверьте, себя проверьте, всех членов исполнительного органа коллегиального проверьте пофамильно, каждого по отдельности, чтобы, не дай бог, он там был. Так, 5-й пункт. Не получает в текущем финансовом году средства из госбюджета Республики Саха-Якутия, установленные пунктом 1.4 порядка представления грантов главы Республики Саха-Якутия. Я сразу вывел эти госпрограммы, которые указаны в пункте 1.4 порядка. К ним относится госпрограмма «Профилактика правонарушений в республике», реализация молодежной политики, я кратко буду читать, развитие культуры в республике, социальная поддержка граждан в республике, сохранение и развитие и официальных языков в республике Саха-Якутия. То есть, если вы в текущем финансовом году получаете уже государственные средства по этим госпрограммам, по соответствующим, из соответствующих органов государства, то, к сожалению, вы не сможете принять участие в данном гранте Илдархана. 6-й пункт. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в госбюджет республики субсидий бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная неурегулированная задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Саха-Якутия. Вот. Здесь говорится о том, что если вы получали ранее, да, какие-нибудь средства из государственного бюджета, не налоги, а из государственного бюджета субсидии, гранты даже, бюджетные инвестиции, то если вы обязаны были как-то их отчитаться, вернуть, ну, именно вот по денежным обязательствам, если у вас там, ну, возможно, появились в редких случаях задолженность какая-то, по которому вы должны возвратить какие-то средства, вы обязаны, то есть их вернуть, иначе вы также не сможете участвовать, либо вас отклонят вашу заявку. Здесь конкретно указано, теперь перейдем, кто конкретно не может участвовать участие в данном конкурсе, чтобы было ясно и понятно сразу на берегу, да. И переходим, кто не может быть. Если вы потребительский кооператив, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные потребительские, общество взаимного страхования, там что-то еще написано, я не вижу, кооперативы, фонды проката, сельхозпотребительские кооперативы, то вы не сможете участвовать. Также политические партии, саморегулируемые организации, это СРО, объединение работодателей, объединение кооперативов, товарищество собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищество собственников жилья, адвокатские палаты, адвокатские образования, нотариальные палаты, микрофинансовые организации, государственно-общественные и общественно-государственные организации, их территориальные подразделения, государственные корпорации, госкомпании и иные некоммерческие организации, созданные муниципальным образованием, госорганом и органом местного самоуправления. Также, как уже и ранее заявила Надежда Моисеевна, какие документы, да, здесь произошли большие изменения теперь. Как раньше, теперь не требуется никаких справок, свидетельств, да, выписки из ИГРЮ. Кто помнит, да, в прошлом году участвовал, бегали, эти документы доставали. Теперь уже
тоже вот скопировано прямо из положения. В состав заявки включаются только следующие документы. Электронная отсканированная копия действующей редакции устава. Обязательно должны быть отсканированы страницы, все страницы, включая оборотную сторону последней страницы с отметкой Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Также устав должен быть загружен на портале в виде одного файла в формате PDF в разделе «Организация-заявитель» в поле «Файл устава». Обратите внимание, что в обязательном порядке теперь нигде попало, да, вбивать, загружать данный файл нужно, а именно вот в разделе «Организация-заявитель» в поле «Файл устава». Необходимо туда только свой устав, то есть электронную отсканированную копию в форме PDF, в формате PDF. В одном файле вы должны загрузить в это поле только свой устав, который на последней, с обязательной последней странице, он должен быть читаем, он должен быть хорошо виден со всеми страницами и так далее. Ну, вы поняли. Даже если вы ранее были победителем, мы все прекрасно знаем, что существует такая прекрасная организация. Но если вы устав прикрепляли не в том месте, в котором положено, к сожалению, вы не можете пройти экспертизу конкурса. Поэтому обратите внимание, и, как сказал Вячеслав Сергеевич, обязательно должна быть последний лист, где имеется отметка с печатью, да? Она должна быть тоже отсканирована и только в одном файле. В этом году у нас сайт доработан, сайт конкурса гранта главы Республики Саха-Якутия, поэтому там вы можете прикрепить только один файл, и, естественно, устав должен быть полностью, как говорится, конвертирован в одном файле. В пятницу будут технические. Ладно. Потом в конце скажешь. Далее идем электронная отсканированная копия документа, подтверждающая полномочия лица на подачу заявки от имени участника конкурса в случае, если заявку подает лицо, имеющее право без доверенности действовать. Не содержится в игру. Данный документ требуется только в том случае, если заявку подписывает лицо, не имеющее права без доверенности действовать. Вы должны проверить, то есть все руководители должны быть указаны в игрюле. Это лица, имеющие право без доверенности действовать. Он может быть либо один, должности разные бывают, председатель, директор, исполнительный директор и так далее, а могут быть и несколько, да, например, председатель, потом есть должность исполнительный директор, и даже может быть и третье лицо какое-нибудь, генеральный директор, не знаю. Все в уставе, если прописано, имеет право, если действовать без доверенности, вы их внесли в игру, значит, любой из них, по идее, может подписывать документы. Вот. Если такого человека нету, и человек будет подписывать заявку, тогда на него требуется нотариально заверенный документ, доверенность в обязательном порядке. Вот. В этом случае вот этот документ загружается. В разделе «Организация заявителей», да. в поле «Дополнительные документы». Идем. Документ должен быть загружен на портале в виде одного электронного файла, также в формате PDF, также в разделе «Организация заявитель» в поле «Дополнительные документы об организации». Обязательно только в этом поле. То есть обратите внимание, если доверенность имеет там несколько страниц, то оно все равно должно быть конвертировано в одном файле, да? Совершенно верно. Такие же условия, как и по уставу. Да. Так, и то есть вот эта доверенность, она не всегда, да, в редких случаях, когда руководитель сам не подписывает документы, а перелаживает на какое-то другое лицо свои полномочия, то это должно быть нотариально заверено. Если заявка подается с лицом, который имеет право подписи, вот эта доверенность вам не нужна. Вам нужно только прикрепить устав и прикрепить вот эту форму подтверждения. Да, и вот третий документ. Электронная отсканированная форма подтверждения заявки с согласием на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети интернет и так далее и тому подобное. Все согласия там будут указаны. Если вы подписали этот документ, значит, вы уже согласны на все те условия, которые там будут прописаны.
Точно такие же условия к этому документу. Вы должны подать в электронном виде, в формате PDF, в виде одного файла, в поле «Подать заявку». Да. Не допускается расхождение данных, указанных в форме подтверждения заявки, с данными, указанными в электронной форме заявки. Так что тоже обратите внимание на то, чтобы вы внимательно заполняли все сведения, которые там требуются, да, чтобы наименования были логично, вся информация была соответствовала друг другу. Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем порядке в разделе «Организация заявитель» в поле «Дополнительные документы». То есть вы можете приложить дополнительные документы в этом портале, в этом же поле «Дополнительные документы об организации», куда вы должны загрузить, если, конечно, в вашем случае оно будет, нотариально заверенную доверенность. Вот. Если есть вопросы, может быть, будут вопросы. Ну, это вот последний раздел «Подать заявку». Форма аналогична формой заявки фонда президентских грантов, поэтому обязательно обратите внимание, что после загрузки вот этой формы она формируется автоматически, вы не должны вносить изменения в заявке. Если вы вносите изменения в заявку, то форму подтверждения вы загружаете повторно, потому что там получается и краткое описание, и цель задачи, и софинансирование, и бюджет, она полностью автоматически выгружает из заявки. Поэтому обратите на это внимание. Иногда бывают такие случаи, когда человек думает, что он заявку завершил, выгружает вот эту форму подтверждения заявки, печатает, ставит подпись и печать, а потом вносит некоторые изменения в бюджете, софинансировании, в кратком описании. И тогда ваша форма подтверждения заявки, она автоматически уже внутри меняется. Поэтому не должно быть вот таких вот расхождений. Поэтому обратите вот на это вот внимание. Давайте несколько последних хотя бы прочитаем комментарий. Сергей Солдатов. Получается, что мы, организация, зарегистрирована в соседнем регионе Иркутская область, но действующая и на территории республик Саха-Якутия и Бурятия, не можем претендовать на поддержку проекта, даже если этот проект реализуется полностью на территории республики Саха-Якутия, получая методическую поддержку, реализованную в соседних регионах за счет фонда президентских грантов. В прошлом году нашу заявку приняли к рассмотрению, и хотя она не выиграла, но участвовала наряду с остальными. Да, вот именно вот в этом случае были внесены изменения. Теперь в этом году, к сожалению, могут принять участие, ну, возможно, к сожалению, кому-то, может, и требовалось это, только те некоммерческие организации, которые зарегистрированы в управлении Министерства юстиции России по Республике Саха-Якутия. Так, снова техническая недоработка. На сайте текст почему-то исчезает, автосохранение часто дергает и текст пропадает. Скажем, немножко внесем как бы комментарий, да, что уполномоченным органом по проведению организации конкурса гранта главы Республики Саха-Якутия полностью является Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Поэтому техническая поддержка, сведение сайта полностью возлагается, это полностью ответственность Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Наша задача заключается именно в первичной проверке. Мы именно проверяем заявку на первичном этапе, на соответствие уставной деятельности, да, основным требованиям, о которых мы говорили. Поэтому, но над сайтом сейчас работает техническая команда, поэтому мы надеемся, что этого не будет. Так, мы обязательно вернемся к вопросам, да, в конце. Давайте мы сейчас продолжим наш эфир и постараемся ответить на все вопросы. Так. Направление конкурса. В прошлом году у нас было всего 16 направлений. В этом году за счет софинансирования
фонда президентских грантов и самого бюджета, да, из государственного бюджета Республики Саха-Якутия. У нас в этом году 25 направлений. Это очень широкий спектр для участия некоммерческим организациям. Вы видите, что у нас очень много направлений, и бюджет конкурса у нас 103 миллиона рублей, там 539 883 рубля 55 копеек. Это огромная поддержка, тем более у нас сейчас в эпидемиологически сложных условиях. И, как вы видите, вот по этим направлениям у нас будет проходить конкурс. То есть, когда вы будете подавать на конкурс, естественно, вы обязаны будете выбрать направление конкурса и поднаправление конкурса. Каждое направление конкурса имеет поднаправление. Все направления конкурса, поднаправления, лимиты, которые определены именно по каждому направлению, они все имеются на сайте грантов главы Республики Саха-Якутия, грант Якутия Клик. Там же имеются все эти лимиты, вы можете этим руководствоваться. Мы вам приводим для сведения, для ознакомления. Да, действительно, 25 направлений, как вы видите, 103 миллиона. То есть, если вы подаетесь на одно направление конкурса, то вы должны понимать о том, что свыше, например, вот, допустим, у нас направление реализации проекта сельской молодежи. То есть, свыше 2 миллионов рублей вы не можете подать заявку, потому что лимит по данному направлению именно она всего лишь 2 миллиона рублей. Вот. То есть это правило было и в прошлом году, в этом году такие же правила. Вот. Угу. Вся информация имеется на сайте. И также мы хотим, чтобы вы обратили внимание на основные документы, которые тоже имеются на сайте гранта главы Республики Саха-Якутия. Там имеется такой панель, раздел «Конкурсная документация». Заходите туда, обязательно скачайте для себя. И мы тоже имеем на руках этот указ о внесении изменений в указ, предыдущий указ о гранта главы Республики Саха-Якутия. Ознакомьтесь внимательно с методическими рекомендациями по заполнению заявок. Обратите внимание и ознакомьтесь обязательно методическим рекомендациям по составлению бюджета. То есть это ваши, как говорится, настольные пособия до отправки заявок на конкурс. То есть все правила игры, которые имеются сейчас для участия в конкурсе, они имеются на сайте, в разделе «Конкурсная документация». Скачайте, распечатайте и обязательно работайте с ними. Что мы можем еще сказать, да? Кроме того, мы обращаем внимание на наш сайт Единого ресурсного центра. Вся новостная информация, она имеется на нашем сайте. То есть помимо конкурса гранта главы Республики Саха-Якутия есть и другие конкурсы, все они имеются на нашем сайте. То есть все новостная информация. Кроме того, мы не раз об этом говорили, когда выезжали в различные улусы, да, то здесь есть возможность подать заявку, подать новость. То есть вы заходите в панель новости, предлагаете свою новость, прикрепляете фотографии, это видит наш администратор и тут же публикует вашу публикацию, вашу новость на нашем сайте. Для чего это делается? Для того, чтобы наша некоммерческая организация, ваша организация была доступной, была открытая, информационно открытая. Почему? Потому что одним из критериев оценки заявок является информационная открытость организации. И для тех организаций, которые не имеют соцсетей, для тех организаций, которые не имеют своего собственного сайта, это хорошая, уникальная возможность, огромная возможность для того, чтобы заработать те самые баллы, которые помогут вам, может быть, выиграть в конкурсе гранта главы, как раз-таки заработать баллы именно в критерии информационная открытость. Но мы все прекрасно знаем о том, что в некоммерческом секторе есть такое правило, как если ты о себе не рассказываешь, если ты не делишься о себе, какую работу ты проводишь своими благополучателями, целевыми группами, то ты не существуешь, потому что тем более в нашем сложном ковидных условиях действительно наши благополучатели, наши целевые группы, как они должны нас найти, по какому адресу мы находимся, какие услуги мы предоставляем, что мы делаем, какие мероприятия организовываем, по какому графику мы работаем, то вся эта информация должна иметься. Вот, поэтому мы обращаем ваше внимание на наш портал erc-portal.ru, Единый ресурсный центр. Заходите, читайте и публикуйте свои новости. Кроме того, мы хотим обратить ваше внимание на общественную премию «Неравнодушный гражданин». То есть если вы реализовали проекты в 2020 году, внесли особый вклад
в развитии там спорта, образования, культуры, здорового духа среди населения, тем более в 2020 год был очень сложный, и сейчас сложный год идет, то вы можете подать себя за свои инициативы и проекты, номинировать себя на общественную премию «Неравнодушный гражданин», либо это могут сделать, вы можете номинировать свою команду, вы можете номинировать других граждан, друзей, активных граждан, которые вы считаете, что недостойны стать обладателями премии «Неравнодушный гражданин». Сейчас до 31 мая идет прием заявок на общественную премию. Форма очень простая. Вы заходите на сайт Якутии «Неравнодушный гражданин РФ», заполняете заявку, прикрепляйте подтверждающие фотографии, и в начале июня экспертная комиссия приступит к оценке поступивших заявок, и в 20 числах июня состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров общественной премии «Неравнодушный гражданин». Поэтому мы все прекрасно знаем о том, что наши некоммерческие организации, тем более в 2020 году, внесли особый вклад в поддержку населения в разных сферах жизнедеятельности, творились прекрасные проекты, реализовались прекрасные идеи, воплощались они в жизнь. Поэтому мы считаем, что вы не должны молчать, вы должны о себе заявить. И как раз-таки общественная премия является прекрасной возможностью рассказать о себе, о своих проектах, всей России, всему Дальнему Востоку, всей Якутии, о ваших добрых делах. Мы проводим экспертизу проектов, консультации проектов. К сожалению, в связи с введенными требованиями, ограничениями, мы с сегодняшнего дня переводим работу нашего единого ресурсного центра в онлайн-формат, хотя мы очень не хотим. Мы хотим с вами встречаться, мы хотим с вами разговаривать лично, офлайн, но, к сожалению, давайте беречь друг друга, давайте сохранять друг другу здоровье и себе, и близким, поэтому мы, к сожалению, говорим о том, что мы переходим на онлайн-формат. Все наши контакты имеются вот сейчас перед вами. Наша электронная почта, куда вы можете отправлять свои заявки. Наш телефон администратора, через которого вы можете записаться к нам на экспертизу проектов, на консультации. Наш инстаграм-канал, наш YouTube-канал Единого ресурсного центра, куда мы обязательно все сохраняем и записываем именно для вас, чтобы вы в любое время, удобное для себя время, могли смотреть и пользоваться нашими вебинарами. И наш сайт ircportal.ru, куда вы можете следить за новостями и также публиковать свои новости. И сейчас, наверное, приступим, Давайте к вопросам. Давайте сначала мы пройдемся. попробуем ответить на вопросы, которые задали нам в чате. Так, вопросы. С конца начнем? Может, наоборот? Сначала? Ну, здесь очень много первой информации, да. Они писали наименование организации, здоровались, свое настроение указывали. Да, мы видим среди них своих постоянных участников вебинаров, активных граждан. Так, вопросы. Сначала мы ответим на вопросы чата, потом постараемся дать вам разрешение на микрофоны, да? Сардана Борисовна у нас здесь. Так, переходим. Ресурсный центр. Это нет. Это мы. Пишите вопросы. Так. Плохо слышно, не слышно. Звук прибавьте, пожалуйста. Это было, когда, наверное, мы... Да. Почему не может участвовать НКО, у которого учредитель муниципалитет? Почему? Потому что такие правила в положении все указано. Такие вопросы, наверное, можно к самому грантодателю задавать. Мы только озвучиваем те правила, по которым необходимо участвовать, играть, так сказать. Надежда Моисеевна плохо слышно говорит.
На сайте текст почему-то исчезает, автосохранение часто дергает и текст пропадает. Если вы сейчас уже начали работу на сайте, то хорошо, мы возьмем это на заметку. Мы сейчас работаем с технической поддержкой. Буквально вчера мы работали, тестировали сайт. Нас уверяли, что автосохранение работает. Давайте мы ее сейчас запишем и обязательно передадим технической поддержке. Доработаем. Кроме того, у нас будет в пятницу Да. дополнительный вебинар, ну не дополнительный, а еще один вебинар по техническим. Да, как раз-таки по технической работе на сайте, по заполнению заявки на портале на сайте гранта главы Республики Саха-Якутия, по составлению бюджета конкурса. У нас очень много вопросов поступает и по почте, и по телефону. Как раз-таки Дмитрий ИОПУ, вы можете его получить, участвуя в грантах, да, например, в фонде президентских грантов. Вы можете его подать заявление в Министерство юстиции, и Министерство юстиции должно включить вас в соответствующий реестр. И благодаря этому, если вы входите в реестр ИОПУ, тогда у вас добавляется 5 баллов. Угу. Но исполнителями общественно полезных услуг есть старая процедура, да? Ну, процедура как не старая, а процедура, которая существует. Да, если вы хотите конкретно и подробнее все узнать об этой информации, то вы Лучше можете позвонить, да? обратиться к нам, да, непосредственно, чтобы... Мы поподробнее вам рассказали, как может ее быть, даже в получить. письменном виде Да. вам дали полную информацию про ИОПУ, потому что там как бы в 2 словах сейчас не расскажешь, там есть такие нюансы. Можно, кто участвовал, например, у них в грантах и побеждал, у них как бы такой облегченный есть способ получения, то есть не получения, а встать туда в реестр ИОПУ через Министерство юстиции. А для победителей фонда президентских грантов, те, кто успешно завершили реализацию проекта, действительно фонд президентских грантов с 1 сентября 2020 года дает возможность получить этот статус в упрощенном виде. Мы как раз таки получили заключение от фонда президентских грантов о том, что мы можем стать исполнителем общественно полезных услуг, потому что мы как раз таки в 2019 году успешно завершили первый проект, поддержанный фондом президентских грантов. Они нам поставили оценку о том, что мы успешно ее реализовали, и мы по их заключению получили от управления Министерства юстиции заключение о том, что мы являемся ИОПУ в упрощенном виде в течение 10 дней. Но эта возможность дается только тем некоммерческим организациям, которые успешно завершили проект фонда президентских грантов. Но если вы не являетесь получателем фонда президентских грантов и не участвовали, может быть, но при этом вы осуществляете абсолютно, как говорится, целесообразно, абсолютно прекрасно реализуете свою деятельность, то вы можете ее получить в обычном формате, да? Так. Вопрос. Сроки заявок до конца мая? Наверное, пропустили. По 7 июня. Старт приема заявок дан 9 мая, в День Победы. 30 календарных дней дается на то, чтобы вы подали заявки на конкурс гранта главы Якутии на сайте. 7 июня, 23 часа 30 минут по якутскому времени завершается прием заявок. То есть у нас есть еще время. Вопрос от Юрия Сивцева. Если в старом образце устава отсутствует штамп Минюста, что в этом случае прикреплять? Так. Скорее всего, этот образец устава у вас копия от оригинала, где не было скопировано последний лист на обороте устава. В данном случае вы не можете использовать этот устав, потому что в положении конкретно указано, что необходимо отсканированный, то есть загружать только отсканированную копию устава со всеми документами, со всеми листами, страницами и обязательно со штампом управления Министерства юстиции. В этом случае что сделать? Я вот сейчас подумаю, может быть, обратиться в Министерство юстиции, либо если
получить копию документа, то это выдает налоговая служба. Если вы в городе Якутске, то это МРИФ НС номер 5 на 202 микрорайоне. Вы должны к ним обратиться, написать соответствующее заявление, что вам нужен образец, ну, то есть устав, и вам должны предоставить копию этого устава. И в обязательном порядке, наверное, уточните, чтобы, не дай бог, вам образец устава опять не предоставили копию образца устава без штампа Министерства юстиции. Короче... Попросим телефон Юрия Сивцева. Угу. Юрий Сивцев, если вы сейчас находитесь в эфире, пожалуйста, напишите в чате в свой телефон, потому что вдруг такие вопросы повторно будут, чтобы мы знали, да? Главное, чтобы техническая поддержка была стабильной, а то в прошлом году забивали 5 раз. Мы вас прекрасно понимаем и очень-очень надеемся, что в этом году вот такой технической сбоя не будет. Так, дальше смотрим. Да, такое было. Сумма грантов от скольки до скольки. Сумма грантов. Давайте мы вернемся тогда. Ой. Наверное, закрыть надо. Вот, работает. Сумма грантов. Сумма грантов. Еще раз повторюсь о том, что направление конкурса, лимиты по направлениям. Каждое направление конкурса у нас имеет лимит. Как и в прошлом году. Вся эта информация, она имеется на сайте. Заходите на сайт конкурса, заходите в раздел «Конкурсная документация», и там у нас есть свеженькая информация именно по направлению конкурса и лимитам. То есть если вы подаете заявку в определенном направлении, то есть без этого никак, вы обязательно при подаче выбираете направление конкурса, который соответствует уставной вашей деятельности, и ознакомливайтесь с лимитом. То есть свыше вот этого лимита вы не можете подать заявку. Так. Прыгнула. Угу. Об этом мы отвечали. Наши контакты. Так. Угу. Тема к столетию ЯССР, будут ли иметь дополнительные баллы. Если выиграть несколько проектов от НКО, то выбирать один. Так, тема к столетию ЯССР, будут ли иметь дополнительные баллы. Приоритет никаким проектам не дается. Приоритет дается именно качественным проектам, то есть тем проектам, которые получили наивысшие баллы по оценке, по независимой оценке экспертов. Поэтому вот как-то так. Если выиграть несколько проектов от НКО, то выбирайте один. Действительно, некоммерческая организация может подать, как и в фонде президентских грантов, несколько заявок по разным направлениям. Если вы подаете заявку на одно направление, две заявки, то вы не проходите к экспертизе. Да? А если... В течение 10 дней вам дается время на то, чтобы вы выбрали один из них. То есть вы снимаете одну заявку, оставляете только одну, как и в фонде президентских грантов. У нас была такая история, когда мы в фонде президентских грантов подали две заявки по двум разным направлениям, две заявки у нас победили, и нам дали возможность выбрать одну из них. Почему, вот здесь вы же пропустили один вопрос, почему по названным некоторым направлениям в этом году не принимаются заявки? Почему по названным некоторым направлениям в этом году не принимаются заявки? Что я непонятно. Вопрос мы не поняли. Которые здесь указаны направления или что? Смета до 1 миллиона рублей должна быть, если мы регистрировались. Год назад или как? Смета до 1 миллиона должна быть, если мы регистрировались год назад или как? Ну это вот как... По лимитам имеет в виду? Да. Вы можете... вот. Минимальная сумма проекта, от какой суммы считать? Абсолютно это ваш выбор.
минимальная сумма проекта, от какой суммы считать. Это Очень ваш много вопросов выбор. по бюджету. Да, В очень пятницу. много, да, очень много вопросов под бюджетом. Мы так и думали, так и предполагали, что вопросов будет именно много по составлению бюджета, поэтому мы специально уделили отдельное время в пятницу, 14 мая, в 3 часа дня у нашей эксперты Дмитрий Куприян и Сардана Григорьева выйдет именно с этой тематикой, именно по техническому заполнению заявки на сайте и по составлению бюджета. Так. Почему не прошли в конкурс? Не прошли конкурс в прошлом году, можем узнать. Недоработанный проект, сумма слишком большая и так далее. Причины. Почему не прошли конкурс в прошлом году? В личном кабинете у вас должна стоять оценка проекта, то есть балл, который вы заработали. Баллы вам ставятся по 10 основным критериям. Мы наверняка потом организуем отдельный вебинар по критериям оценки, за что смотрят вообще эксперты и какие баллы вы можете заработать в том или ином, по тому или иному критерию. Да? Так. Минимальная сумма это 5 к бюджету. Лимит нашего направления составляет 1 миллион. Тоже по бюджету. У нас устав принят Российским съездом, а зарегистрированы в Минюсте республики. Можно ли участвовать? Да, если вы территориальное подразделение, вы можете участвовать, если зарегистрированы у нас здесь, в Республике Саха-Якутия. Хотя вы относитесь и к общероссийской какой-нибудь организации. Вы сама, как территориальное подразделение, можете участвовать. Потому что вы зарегистрированы в Республике Саха-Якутия. Вопрос повторный. Устав 16 года без штамма. Минюста. А изменения по проставлению штампов и прошиванию Минюста. И данный устав у вас имеется. Вы должны именно актуальный устав загружать. Тот устав, который 2016 года, вы его можете даже выкинуть. Он уже не актуален. Потому что Министерство юстиции не принимает в виде отдельных документов, листочков, дополнения, изменения. Всегда, если вы вносите изменения в устав, вы в новой редакции этот устав подаете в Министерство юстиции, в Республике Саха-Якутия, и после этого они регистрируют опять весь полный этот устав заново в новой редакции, получается. Лимит нашего направления составляет 1 миллион рублей, а заявка на 500 тысяч рублей. То какую сумму получим? Смотрите, вы пишете заявку на определенную сумму гранта. А если ваша заявка становится победителем, то вы эту сумму получаете. Если вы написали проект на 500 тысяч и вы победили, то вы получаете 500 тысяч. Если вы написали миллион, и это соответствует лимиту, и вы стали победителем, то вы эту сумму получаете. Если мы сейчас проходим перерегистрацию в Минюсте в связи с изменением наименования организации, участвуем. Вопрос, участвуем ли мы. Вы должны принять решение, от какой организации вы будете участвовать. Если вы уже подали документы, как я понимаю, да, то, конечно, лучше подать уже, получив эти документы. Потому что у вас, я так понимаю, наименование меняется организации. Прямо сейчас. Видимо, не прямо сейчас. Регистрацию. Вы должны проверить, успеете ли до 2 июня, можно так сказать, да? До 7 июня получить, то есть пройти регистрацию и после этого подавать документы. Наибольший лимит проекта сколько? Лимиты указаны здесь по каждому направлению. То есть, если, допустим, возьмем направление охрана природы, да, охрана окружающей среды. Там у нас стоит, сколько там денег у нас стоит?
Вот, защита животных, 4 миллиона рублей. За 4 миллиона рублей будет борьба между теми некоммерческими организациями, у которых в уставе имеется это направление. То есть кто-то может написать 4 миллиона, если проект станет победителем, он заберет все деньги. Если будет несколько проектов по 500 тысяч, по 200 тысяч, там, по миллиону, там, допустим, эта сумма распределяется между победителями. То есть здесь, как говорится, идет уже в зависимости от того, какие баллы заработает, какую оценку поставят эксперты, Так, куда подавать документы. это в пятницу будут это- технические вопросы. Куда подавать документы, это Юрий Сивцев спрашивает, по-моему. Можно ли участвовать как физическое лицо? Нет. Нет. Это конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества, в котором участвуют только некоммерческие организации. Социально ориентированная Социально некоммерческая ориентированные организация, некоммерческие неправительственная, зарегистрированы на территории республики. зарегистрирована и Саха-Якутия. действующая на территории Республики Саха-Якутия. Можно включить микрофон и задать вопрос. Так, администраторов попросим, чтобы дали разрешение на включение микрофонов и по очереди. Здравствуйте. У меня вот вопрос насчет устава, да? Мгм. У нас устав 2016 года, да? Ага. И дело в том, что в том году Минюст не ставил штампы насчет регистрации. Ну, просто выдавалось свидетельство и устав. А штамп штамп о том, что зарегистрирован, в уставе не проставляло в том году. И в 2017 году произошли изменения, что Минюст начал проставлять штампы и прошла сам. А у нас устав без этого штампа и этого без этого штампа и этого без прошивания. А устав действующий у нас. Как в этом случае? Просто Анна, свидетельство. Юрий, напишите, пожалуйста, в чате телефон. Хорошо, Мы спасибо. на вас выйдем. Хорошо? Спасибо. Есть еще вопросы? Так. По критерию масштаб реализации проекта маленькие организации заведомо проиграют? Нет. Нет. По масштабу реализации проектов надо будет сказать про это же. Помнишь? 100% исполнение. Масштаб реализации проекта маленькие организации никак не проиграют. То есть, смотрите, есть местная общественная организация, которая реализует свою деятельность на территории маленького поселка, либо организация, которая имеет узкую специализацию, например, работает с детьми с особенностями здоровья, именно в узкой специализации. Поэтому здесь никак ничто не говорит, что вот республиканская организация, она работает на всю республику, и охват такой большой, а у нас маленькая организация. Нет, абсолютно не так. Все зависит от того, от качества заполнения вашего проекта, все зависит от того, насколько вы ясно, четко, доступно излагаете социальную проблему, доказываете экспертам, что существует такая проблема, и предлагаете свои механизмы решения этой социальной проблемы. Какие мероприятия вы проводите, что вы делаете, и каким образом вы достигаете социальный эффект. Вы будете писать социальный проект, но будете заполнять заявки. Поэтому имейте в виду о том, что все зависит именно от качества заполнения заявки, насколько эксперты поймут, что действительно существует проблема, и действительно именно этими мероприятиями, которые вы будете проводить, будут достигнуты количественные и качественные результаты. Нам не важно, что действительно
Мы потому что прекрасно понимаем о том, что есть узкие специализации, есть маленькие территории, и все зависит именно в масштабах, именно вот вашей территории, в масштабах вашей проблемы. Поэтому нет такого, что что эксперты дают приоритет именно большим проектам, крупным проектам. Нет, действительно есть некоммерческие организации, которые имеют опыт управления проектами, что они действительно имеют компетентность, но это не зависит, это все зависит от того, насколько вот в данном случае здесь и сейчас вы правильно написали проект. Поэтому не пропускайте наши вебинары, мы подробно вам расскажем про технологии социального проектирования, про то, как надо писать проекты, заполнять заявки, как нужно и лучше, как говорится, подтверждать о том, что проблема существует, и надо ее решать именно сейчас. Юрий Сивцев скинул номер телефона Мы с вами и свяжемся. указал Соловьев Егор Аркадьевич. Получается, к нему, да, обращаться буду. Мгм. Сколько заявок может подать данная некоммерческая организация? Некоммерческая организация, самое главное, в одном направлении должна подавать одно направление. Если вы на одно направление подаете два или несколько заявок, то вы автоматически не проходите, потому что по условиям конкурса на одно направление должно быть подана только одна заявка. Вот. А если вы подаете две заявки на два разных направления, и оба они становятся победителем, то вы будете представлены перед выбором. Так, может ли участвовать в конкурсе профсоюзная организация? Да, может. Где запись эфира можно будет найти, и будет ли она, к сожалению, не успел к началу. Конечно, запись у нас ведется прямо сейчас, мы все сохраняем, и все мы сохраняем на нашем YouTube-канале. Наберите в поисковике YouTube «Единый ресурсный центр», выскочит наш канал, и вы обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Так. По количеству благополучателей маленькие нас пункты проигрывают. Мы будем не конкурентны перед НКУ, имеющим большое количество благополучателей. Абсолютно нет. Еще раз повторяем о том, что все зависит от проблематики, от целевой группы. Есть маленькие территории, то есть местные общественные организации, которые реализуют свою деятельность на маленькой территории. И все это будет зависеть от вашей проблематики, где имеется эта проблема. У одной целевой категории, у старшего поколения, либо у молодежи, либо у детей и подростков этой определенной территории. Либо некоммерческая организация, например, занимается детьми с аутизмом, например, это узкая специализация, это узкая категория, и тут не имеется в виду, что вы должны охватить огромное количество детей. Абсолютно вы не проигрываете. Оценка идет в зависимости от той проблематики, от той целевой группы, которой вы излагаете в своей заявке. Так. Вопрос можно, да? Да. Можно. Здравствуйте. Территориальное общественное самоуправление Лесная, Меликоглавского района, да, село Майя. У нас вот такой вопрос. В этом году поддержка территориального органа самоуправления, это у нас уже получается впервые, да? И получается развитие общественных инициатив по благоустройству территории. В этом именно что? Как понять? Вопрос имеется в виду. Благоустройство, как бы скверы, вот эти вот другие, или кое-что можно еще другое. Вот в этом вопросе. Вопрос по направлению. Да, вопрос по направлению. Именно. По какому направлению можете участвовать? Да, мы-то уже выбрали, да, направление, а просто вот именно конкретно хотели вот вас спросить, вот есть же, да, вот развитие общественных инициатив по благоустройству территории. Да, второй пункт. Смотрите. Да, второй пункт. Что туда вот входит, это, да, что туда входит? Вот вопрос в этом. Здесь надо уже открыть понятие благоустройства. Ну, по мне, так кажется, что туда входит, это как бы общее понятие, туда входит и освещение, и озеленение, и, скорее всего, даже и постройки, небольшие постройки, детские, ремонтные и так далее и тому подобное.
Да, вот, допустим, тогда вот по этому направлению, если мы хотим в своей территории улучшить дорогу, да, там водоистоком, то можно же, да, это же входит в это направление-то. Ну, теоретически может войти, но здесь надо уже конкретизировать, наверное. Да, это как раз-таки у нас будет следующий вебинар в пятницу, 14 мая, в 3 часа дня. Как раз-таки мы будем говорить о бюджете проектов, и как раз-таки там наши эксперты сейчас готовят информацию, именно что допускается, что не допускается. И как раз-таки вот этот раздел как раз-таки по благоустройству отметим для себя, и мы ответим на все вот вопросы по данному направлению. Здесь, знаете, что поступил вопрос в указе направлении по улучшению положения семьи, материнства, отцовства, детства, а в вашей таблице его нет. Смотрите, мы сейчас вам показали 25 основных крупных направлений, и каждое направление у нас имеет поднаправление. Все поднаправления, они имеются в конкурсной документации, в разделе конкурсная документация на сайте конкурса, поэтому зайдите туда и поподробнее посмотрите каждое направление, что же включает каждое направление. Вот всего лишь 25 вроде бы направлений, но каждое направление имеет еще поднаправление, то есть шире, чем кажется на самом деле. Поэтому зайдите туда и обязательно найдите именно тот пункт, который соответствует именно вашему проекту, вашим идеям. Да? Вот. Так, можем ли мы заявить проект, рассчитанный на март 2022 года, или должны быть только до конца года? Смотрите, вообще, что такое социальный проект, мы тоже отдельно на этом остановимся потом, в каких-то наших предыдущих вебинарах, да, но смотрите, социальный проект – это не одно мероприятие. И если даже вы хотите провести одно мероприятие в марте 2022 года, это не говорит о том, что ваш проект будет одномесячный или завершит, вы видите только одно мероприятие. То должны быть стартовые мероприятия, когда вы действительно привлекаете вашу целевую категорию благополучателей в проект, вы с ними работаете, вы с ними подытоживаете результаты, проводите какую-то оценку, мониторинг, достигли ли вы те качественные результаты, потому что достижение количественных результатов и проведение мероприятий – это не социальный проект. Социальный проект, когда вы действительно достигаем те качественные изменения, что улучшилось, что поменялось в позитивную именно сторону, в этом и заключается социальный проект. Поэтому вы сильно не заостряйте, что действительно вы хотите провести мероприятие именно там-то. Смотрите, иногда в одном проекте хватает полугодия. Да, вы можете достичь количественных, но самое главное, качественных результатов. Но иногда не хватает даже 1 года, чтобы достичь вот те самые качественные изменения. Потому что у нас есть разные целевые группы. Старшее поколение, дети-инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья. Насколько это все зависит от того инструментария, от тех методов, технологий, мероприятий, которые вы будете проводить. И в зависимости от того, кто это будет делать, от компетентности команды. Да, действительно, может быть суперпрофессионал, психотерапевт, психолог, врач или логопед, они построят так работу, что действительно через полугодие, через 7 месяцев вы достигнете качественных количественных результатов. Но это тоже оценивается, поэтому мы потом остановимся на критериях оценки, потому что опыт команды, опыт специалистов, которых вы привлекаете в проект, от этого тоже зависит. Но если вы экспертам докажете, что это суперпрофессионал, что он действительно через полугодие, и одно из мероприятий состоится в марте 2022 года, и вы достигнете результаты, то пожалуйста. Но поймите, что социальный проект заключается именно в том, что вы действительно должны достичь результатов. Самое главное – качественных результатов и количественных результатов. Поэтому не заостряйтесь, не думайте, что вы проведете 1-2 мероприятия и сможете реализовать социальный проект. Нет, социальный проект – это логика, это система мероприятий, которые чаще всего логически взаимосвязаны. Они выходят друг из друга. Сначала идет отбор, потом бывает такое, что бывают сложные категории среди ваших целевых групп, бывают группы риска, бывают те, которые действительно могут просто поучаствовать в проекте и получить какую-то информацию. То есть все зависит от проекта, проблематики целевой группы, и где она реализуется, и какие специалисты нужны для реализации решения вот той конкретно социальной проблемы. Поэтому я думаю, что мы обязательно с вами еще раз остановимся на технологии социального проектирования, для того, чтобы вы могли действительно грамотно и доступно изложить свои мысли, да? Так. Повторите сроки конкурса и подачи заявки конкурса.
Прямо сейчас идет прием заявок на конкурс. 9 мая был объявлен Не видно. старт приема заявок на конкурс. И 7 июня завершится прием заявок. 23 часа 30 минут до полуночи будет завершен прием заявок. В прошлом году у нас до 12 часов ночи принимали заявки. В этом году у нас заявки принимаются за полчаса до... Скажем, да? Так. Вот еще раз этот слайд. Благодарю за вебинар. Да, вот как раз-таки слайд 7 июня, 23 часа 30 минут по якутскому времени, по времени города Якутска, если быть точнее. У нас завершается прием заявок, и сайт в этом году будет автоматически уже, как говорится, не принимать заявки, которые будут подаваться уже 23 часа 31 минуту. Итоги будут подведены до 20 августа. Возможно, это будет 15 августа, возможно, это будет 17. Все зависит от того, насколько независимая экспертиза будет идти. Наша картинка И пропала. начало реализации проекта, то есть проект у вас должны быть написаны и начаты 1 сентября. Но это не говорит о том, что они обязательно должны быть начаты 1 сентября. Возможно, кому-то удобно начать свой проект 1 октября, 1 ноября. Все зависит от вас, когда вы будете, потому что есть ресурсы временные, есть ресурсы сезонные. Мы об этом говорим, да? Так, благодарю за вебинар, пояснение, контактные данные написал выше. Можно уточниться? Благодарю. Да, давайте. Вот такого конкретного ответа вы на мой вопрос не ответили, да? Вот вы сказали, уточним. Это, получается, уже будет ли решаться то ли иной проект, да, ну, который можно, да. И следующий вебинар сказали, вот когда вот это следующий вебинар? Именно потому что вот именно наш проект, да, именно на нашем проекте, да, нам надо конкретную смету сделать, там уточниться, договориться с администрацией, со всеми, из газовой службы тоже договориться надо. Вот это же время идет, и поэтому вот конкретно бы уточниться хотела бы именно, возможно ли Следующий такой вебинар, проект. спасибо. Следующий вебинар состоится 14 мая в пятницу, 3 часа дня. Наши эксперты готовят вебинар именно по технической составляющей, по техническому заполнению заявки на сайте, а также по составлению бюджета. Действительно, поддержка территориальных органов самоуправления – это новое направление в конкурсе гранта главы республики. И у нас есть тоже вопросы. Мы очень хотим действительно пояснить все нюансы. Для этого мы специально выделили отдельный вебинар, поэтому давайте этот вопрос мы зададим нашим экспертам, и мы обязательно дадим задание нашим экспертам, чтобы они поподробнее подготовились на этом вебинаре, чтобы нашли ответы на ваши вопросы. Ой, повторите, когда сказали, я что-то... 14 мая в пятницу в 3 часа дня, ровно в такое же время. Добрый день, можно вопрос задать? Да. Добровольно-пожарная команда Нерюнгринского района. Скажите, пожалуйста, я там написал вопрос, может, его просто уже не видно. Вопрос мой звучит таким образом. Есть федеральный закон, который звучит о том, что за счет грантовых средств можно приобрести автотранспортные средства, которые относятся к классу спецавтотранспорта. И я хотел бы узнать, какой конкретно спецавтотранспорт относится, вот, допустим, в нашем случае, как добровольная пожарная команда. Сейчас на сегодняшний день есть автомобили, которые называются автомобиль первой помощи. Он предназначен именно для спасения жизни людей. Можем ли мы подавать заявку на покупку, приобретение такого автомобиля? Потому что на сегодняшний день мы столкнулись с огромной проблемой просто. Те автотранспортные средства, которые ранее нам были предоставлены, где-то пожарная охрана, где-то администрация закупила, они все грузового класса. И там нужна категория D, категория С получается, да, грузовая. Это первое. Второе, расходы просто огромные. Мы вот за свой счет содержим 2 пожарных автомобиля в 2 поселках. Представляете, что такое? В радиатор только нужно залить 40 литров тостола, а стоимость одного выходит около 3500.
Это каждый раз мне приходится тратить деньги на 2 автомобиля. Поэтому я хотел бы задать вопрос, уточниться, может ли автомобиль первой помощи, который категории Б, легковой автомобиль, либо на базе УАЗ, Волги, и водитель может быть любой человек, который имеет на руках права категории Б, использовать этот автомобиль для тушения пожаров, для спасения жизни людей. Вот вопрос звучит в чем. Я хотел бы узнать, вот, какой именно специальное автотранспортное средство относится к этой категории. Я знаю, что там, да, и там есть такое именно для транспортировки людей с ограниченными возможностями. А вот такие вот автомобили первой помощи, может он являться спецавтотранспортом, на который мы можем приобрести вот за счет грантовых средств? Да, хорошо. Мы этот вопрос поняли. В эту пятницу постараемся подготовить вопрос. Подготовить на этот вопрос. Действительно, есть такие нюансы. В фонде президентства гранта действительно разрешаются приобретение вот таких вот транспортов именно действительно для специализированной целевой группы. Постараемся на этот вопрос ответить. Если хорошо было бы сейчас попросить вас написать в чате, пожалуйста, контактный телефон, вот прямо сейчас, чтобы мы ее был свежим, да, и мы обязательно с вами свяжемся, чтобы действительно отметить нюансы. Хорошо, спасибо большое. Так. Дата окончания реализации проекта мы хотим весной следующего года провести. Дата окончания реализации проекта 1 год, то есть получается 1, да, по 31 августа. Спасибо вам большое за информацию, побольше таких полезных информаций. Спасибо за информацию. Запись можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Мы ее сохраним. Спасибо за вебинар. Расскажите, пожалуйста, подробнее об участии профсоюзных организаций в конкурсе. Чаще всего они не имеют юридическую регистрацию в Минюсте. Есть ли какие-то дополнительные пункты, конкретизирующие конкурсы? Мы сейчас говорим только и регистрации профсоюзов. Так как участие могут принимать только зарегистрированные некоммерческие организации, то не зарегистрированные профсоюзы участвовать не могут. Дело в том, что профсоюзы, как мы уже проходили, может быть, я сейчас открою, не вошли в пункт, где не вошли в пункт, который называется участниками конкурса, не существуют профсоюзы, поэтому мы считаем, что профсоюзы могут участвовать в данном гранте. В соответствии с Гражданским кодексом профсоюзы относятся к общественным организациям. Отсюда вывод, что профсоюзы могут участвовать по своим направлениям в гранте Илдерхана. Так, где можно закон о спецавтотранспорте? Где? В просторах интернета можно, по идее. Можно в библиотеку зайти. Так, это Ренат Сергеевич ставил телефон. Могут религиозные организации участвовать, ограничений нет. А теперь по религиозным организациям. Также нет в пункт, где конкурса не могут, либо не допускаются до участия в конкурсе. То есть к социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Саха-Якутия, соответственно, религиозные организации вправе участвовать в данном гранте. Тем более, что в самом, я так помню, в первом пункте нашего вебинара
указано, что они могут участвовать. Вот. Социально ориентированные НКО должны быть зарегистрированы, осуществлять свою деятельность на территории РСЯ, созданные в организационно-правовых формах, общественная организация, общественное движение, фонд, учреждение, ОНО, ассоциации, религиозные организации, казачье общество или общинные коммунальные. То есть, да, религиозная организация вправе участвовать в данном гранте. Так, идем дальше, да? Там Как ссылку дайте позвонить? на YouTube. Сейчас мы попросим нашего администратора, вот наши контакты. Как федеральный закон называется о спецавтотранспорте? Ой, ну, на память мы не знаем. Одной организации только одно дело. Управление. Угу. Какими налогами облагается грант главы? Тоже на пятницу. Да, как раз таки про применение упрощенной системы налогообложения тоже готовится материал нашими экспертами. Это все на пятницу. То есть в пятницу у нас действительно будет такой вебинар, который действительно ответит на многие вопросы, потому что по бюджету очень много вопросов. Применяющий УСУ у нас Ардана Григорьева, наш методист, как раз таки готовит ответы на вопросы по составлению бюджета. Поэтому давайте мы дождемся их ответов, но на сайте конкурса, в разделе «Конкурсная дата по составлению бюджета» вы можете туда заглянуть, а также в указе в порядке по проведению конкурса имеются также рекомендации, да, именно по применению тех или иных налогов, системы налогообложения. Так. Либо запишитесь через нашего администратора, вот как раз и контактный чат 701-082. Скорее всего, лучше будет задавать завтра с утра, 10 часов. Вот мы сидим в эфире, более 100 участников. Это говорит о том, что действительно интерес большой к конкурсу грантов главы Республики Саха-Юг. Действительно, в этом году разыгрывается 103 миллиона. И это очень хорошая действительно мера, очень хорошая мера поддержки в период не только в пандемии самоизоляции, но и вообще для наших некоммерческих организаций, для того, чтобы мы продолжали осуществлять свою деятельность, уставную деятельность, еще раз повторю, да. Благодарю за вебинар, полезная информация. Конкурс каждый год в одно и то же время стартует. Пока на этот вопрос мы не можем ответить. В этом году он проходит именно вот там. В прошлом году также был объявлен вебинар. Информация будет известна. Да. Хорошо было, конечно, что он был в одно и то же время проходил, что мы были, да, знали четко, когда стартует тот или иной. Хорошо слышно. Всем удачи. Мы готовы, открыты работать с вами за вашу работу, вебинары, встречи. Всем пока. Всем удачи по участию в грантах Илдархана. До свидания. Да, самый дорогой ресурс — время и информация.